Добрый день, дорогие телезрители телеканала Анна Ньюс. Рада вас приветствовать. Сегодня у нас в студии Эдуард Ясубзянов, заместитель председателя оргкомитета Московского праздника Сабантуй, который проходит ежегодно в парке Коломенское. Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте, Дмитрий. Также Эдуард является членом президиума Московской национальной татарской культурной автономии. И, Эдуард, вам несколько слов хотелось бы адресовать. Эдуард, вот смотрите, Сабантуй, который проходит в Москве, в парке Коломенское. Казалось бы, первый вопрос, да, у каждого нашего обывателя. Россия – это православная страна, Москва – это русский город, а здесь вот татарский праздник. Но если выйти за рамки сознания простого обывателя, то мы сразу придем к выводу, что татары и русские – это два крупнейших народа России. И, по сути, можно сказать, что татары и русские – это два государствообразующих народа России. И, соответственно, праздник Сабантуй, он многолик, он объединяет в себе представителей разных тюркских народов, живущих в России. Там есть татары, есть башкиры, есть якуты, есть крымские татары, которые этнически несколько отличаются, вот, скажем, казанских татар. Да. И этот праздник дружбы и единства. Эдуард, пожалуйста, вот расскажите нашим зрителям более подробно об этом празднике и об этом замечательном мероприятии, которое проходит в южном округе города Москвы на территории федерального заповедника парка Коломенский. Да, совершенно верно, это будет грандиозный праздник. Я, не кривя сердцем, хочу сказать, что это крупнейший Сабантуй в мире, будет проводиться в Коломенском 17 июля. Кто не знает, то есть всех приглашаем, независимо от национальности, конфессиональной принадлежности и возраста. Где-то у нас порядка 150 тысяч участников этого многонационального и многоконфессионального праздника будет. Ну, все, конечно, много зависит от погоды. Что касается самого праздника, немножко такой кратенький экскурс проведу, чтобы было понятно. То есть, вот вы сказали, Москва православный город. Ну, во-первых, Сабантуй – это не религиозный праздник. Хотя многие так считают. Вот меня друзья русские спрашивают, а там вот в каком виде, как приходить, там как что, там же мусульмане. То есть, хочу сказать, первое, то есть Сабантуй – это не религиозный праздник. Он пошел еще с дохристианских и до исламских времен, то есть зародился. То есть, это сельскохозяйственный праздник, связан с окончанием весенних полевых работ. То есть, изначально. И если взять перевод этого праздника, то есть татарского сабан, это переводится плуг, и туй. Свадьба, праздник, то есть дословно это праздник плуга получается. То есть именно такой, как говорится, сельскохозяйственный праздник. Но он объединяет как раз всех людей, независимо от конфессиональной, национальной принадлежности. Вы правильно заметили, Дмитрий, что это не сугубо татарский праздник, это праздник многих тюркских народов. В первую очередь, конечно, это башкир. Ближайший, то есть и у нас в Москве проводится он как татаро-башкирский праздник официально. Вот. Но кроме этих национальностей в ней принимают участие чуваши, другие народы тюркского происхождения. С недавних пор крымские татары принимают активное участие в нашем Сабантуе. Они выставляют свои площадки, свои музыкальные номера, свои блюда представляют национальные, свою культуру. То есть на этом празднике также задействованы не только тюркские народы, мы стремимся сделать этот праздник поистине многонациональным. Там также принимают участие русские коллективы, казачьи коллективы и многие-многие другие национальности. То есть мы хотим на основе этого праздника показать единство и многообразие нашего народа. То есть, естественно, там основная составляющая – это татарская, но как изначально самого праздника. Но тем не менее там представлены культуры и традиции всех народов, практически всех народов Российской Федерации. А по поводу темы принадлежности этого праздника к религии, стоит отметить следующий факт, что здесь будут присутствовать и православные
Да, безусловно. Вот расскажите, пожалуйста, более подробно об этом. Вот я хотел, да, религиозной составляющей, то есть уже многие годы на празднике присутствуют представители, во-первых, это мусульманского духовенства, то есть Совет муфтиев России выставляет свою палатку, проводит определенные лекции, разъяснительные работы, литература, но кроме мусульман, то есть превалирующее большинство татар, конечно, являются мусульманами, но есть и православные татары, причем, как многие думают, это не те татары, которые были крещены после Ивана Грозного, когда он захватил Казанское ханство, то есть нет, это были и до этого периода, то есть это исконная часть татар, они называются кряшины, то есть в татарской среде. Это православные татары. Это, да, то бишь это православные татары. Они являются носителями татарской культуры, татарских традиций, татарского языка, но по вероисповеданию они православные. И богослужение у них проходит на татарском языке. То есть они, сейчас, Дмитрий, я закончу, и вот наряду с мусульманской палаткой, то есть выставляется и палатка православных татар, где они также могут представить свою литературу, то есть это в основном молитвословие православное на татарском языке, и какие-то, то есть, свои вещи донести до татар. И они такие же татары, как и все мы, то есть и они также полноценно принимают участие в этом общенародном празднике Сабантуй. Эдуард, вот я хотел спросить следующее. А вот не вызывает ли наличие православной палатки, православного шатра отторжение у некоторых татар-мусульман? Потому что некоторые татары, насколько мне известно, не вполне доброжелательно относятся к православным. Ну, сложно сказать за десятки тысяч людей, которые посещают этот праздник, и еще десятки тысяч, которые о нем слышат. То есть я не могу сказать, что у всех это вызывает абсолютный позитив. То есть, ну, всем всегда не угодишь. То есть мы в лице оргкомитета Сабантуя мы придерживаемся принципа, что для нас все татары равны. То есть независимо от их вероисповедания, если есть татары православные, тем более это не какая-то, как говорится, новомодная идея, это традиционно было. То есть, соответственно, они имеют право участвовать в Сабантуе под своим, как говорится, именем, то есть также такого же права наделены мусульмане. А вот, насколько мне известно, ведь в Московской татарской национально-культурной автономии члены президиума не только мусульмане, есть татары и православные. Да. Расскажите об этом более подробно. Да, вот это вот достаточно, так как у нас кряшины на Сабантуе довольно давно присутствуют, но вот именно в руководстве автономии, татарской национально-культурной автономии города Москвы, представители православных татар вошли в руководство совсем недавно. То есть это вошла девушка довольно молодая, но уже мать 3 детей, Динара Бухарова. То есть, она была в нашей студии. Вот, тогда, я думаю, зрителям не стоит ее представлять. То есть очень активная молодая женщина, и она является на данный момент членом президиума, участвует наравне с другими в делах автономии. То есть, ну, конечно, там мы исходим из пропорционального составления, то есть у нас пока один представитель крещенных татар, все-таки надо исходить из того, что в общем количестве они составляют меньшинство, но тем не менее это меньшинство должно быть обязательно представлено, должен быть их представитель, который официально выражал бы их мнение и отстаивал их интересы. Я считаю это вполне нормальным. У нас в президиуме являются и представители мусульман, в том числе и работающие в Совете муфтиев Российской Федерации. То есть вполне нормальная ситуация. Если она кому-то не нравится, то я говорю, это искажение. То есть у нас мы должны представлять в автономии тех людей, которые составляют нашу общину. Если в нашей татарской общине города Москвы есть православные татары, соответственно, их представитель должен участвовать тоже в управлении общины татар города Москвы. То есть это вполне логично. А вот то, что кому-то нравится, кому-то не нравится, но я еще раз повторю, на всех всегда не угодишь. То есть мы исходим из принципов толерантности и справедливости, которые должны быть, и разумности представления интересов. То есть, и ни в коем случае не ущемляя чьи-либо права. Эдуард, это очень интересно, то, о чем вы рассказываете, поскольку действительно, вот если мы даже посмотрим на татарский народ, и на Татарстан, и
другие области Российской Федерации, где живут татары, также это Нижегородская область, давайте вспомним о татарах-мишарах. Да, то есть большую часть общины татар Москвы составляют так называемые нижегородские татары, то есть мишары. Да. И, собственно, мы можем констатировать, что даже в рамках татарского суперэтноса, такой научный термин употребим, существуют разные, как и в самой Российской Федерации, разные религиозные течения, разные религиозные взгляды у представителей этого суперэтноса. И все уживаются мирно. Одна деревня, к примеру, Крещенская, да, православных татар стоит. Вот, да мало соседние, что, в одной деревне в Татарстане. Вот это очень развито. Вот Нижегородская область это не так развито, а вот в Татарстане есть деревня Кряж-Сырда, есть Муслим-Сырда. А в Татарстане это прямо ярко выражено. Есть многие села, где по соседству живут кряшины и татары-мусульмане. Никаких конфликтов никогда не возникало. То есть я вот одним из примеров как раз ставлю Республику Татарстан по налаживанию межконфессионального, межнационального мира. То есть в Республике Татарстан проживают различные национальности, кроме татар, русских, представлены также и народы Кавказа, и приезжие из Средней Азии есть, и многие-многие народы ближайшие, там чуваши, мордва, и никаких межнациональных конфликтов не возникает. Не возникает даже межконфессиональных конфликтов, потому что там представлены и мусульмане, и христиане, в основном, конечно, православные, но существуют в той же Казани, существуют и католические храмы, то есть и католики, и баптисты, то есть и никакого противостояния, никакой вражды нет, никакого экстремизма нет. То есть я считаю, вот эту модель, которая отработана в Татарстане, то есть ее надо перенимать и на российский уровень, особенно в таких мегаполисах, как Москва, где переплетены межконфессиональные, межнациональные отношения. То есть это очень важно для поддержания стабильности, потому что мы живем не в моноэтническом период, мы живем сейчас в период межконфессиональности и межнациональности. И надо всегда привыкать уважать соседа, понимать соседа и жить с ним в мире и согласии. Эдуард, вот есть такая корпорация, называется Акбарс Холдинг, которую возглавляет как раз православный татарин Егоров Иван Михайлович. Параллельно он возглавляет крещенскую организацию в Татарстане. То есть это человек, который, наверное, входит в число одних из богатейших людей России, с одной стороны. С другой стороны, он входит в состав высшего политического эстеблишмента Республики Татарстан. Он этнический татарин, но он исповедует православие. Вот я несколько раз бывал у него в кабинете, мы проводили переговоры, и у него стоят иконы. Это Татарстан, это Казань, это Акбарс Холдинг, наверное, одна из крупнейших корпораций, да, Татарстана, и у директора, генерального директора стоят иконы. И в Татарстане это не вызывает ни у кого отторжения. Абсолютно. Абсолютно верно. Иван Михайлович, конечно, неординарная личность и в рамках самой республики, и за ее пределами. Я тоже неоднократно встречался с Иваном Михайловичем, в том числе в том кабинете, где вы говорите, что иконы стоят. Да, то есть это нормальная ситуация. И у него работает в подчинении, это большая структура, то есть и у него работают не только православные, и мусульмане работают, и никаких трений там по этим вопросам нет. То есть как его корпорация работает внутри, так и во всем Татарстане, я говорю, это норма. То есть это вполне норма, когда соседствуют иконы и, грубо говоря, там мусульманские атрибуты, там шамаили, мусульманские, еще что-то. То есть это нормальная ситуация, люди к этому привыкли, то есть и все ощущают себя добрыми соседями, друзьями. То есть не секрет, наверное, ни для кого в Республике Татарстан, что Иван Михайлович Егоров является близким человеком к Рустаму Нургалиевичу Минниханову. То есть это не мешает их дружбе, то есть что один является мусульманином, посещает намазы, то есть недавно был праздник Уразам Байрам, Рустам Нургалиевич его посетил, тоже читал намаз. В то же время Иван Михайлович соблюдает свои православные традиции, вот эти иконы. Он проводит большой, крупный православный праздник в Республике Татарстан, это Петрау Байрам. Вот, кстати, он 16 числа, вот буквально
через пару дней будет, тоже очень многотысячный праздник. В Мамадышском районе. Да, село Зюри Мамадышского района, совершенно верно. То есть он ежегодно проводится, и очень масштабный праздник. И изначально он, в отличие от Сабантуя, как раз был религиозным праздником. То есть Сабантуй никогда не был религиозным праздником, а Петрау-Байрам — это вот, если взять русскую традицию, это день Петра и Павла. То есть, ну, сейчас он тоже уже не совсем является религиозным праздником, то есть он больше на тот же Сабантуй напоминает, то есть по мероприятиям своим, конкурсам, играм, развлечениям. То есть он приближается к такому одному из массовых народных сабантуев. Очень замечательный праздник. Я в том году был по приглашению Ивана Михайловича на этом празднике. Всем советую его посетить, у кого есть возможность. Очень достойное, стоящее мероприятие, которое позволяет узнать татарскую культуру еще с другой стороны. Вот как раз именно кряшинские составляющие. Эдуард, еще несколько вопросов к вам, с вашего позволения. Вот смотрите. Мы говорили про Татарстан. Татарстан действительно это образчик, скажем так, тех правильных взаимоотношений между представителями разных народов, разных религиозных групп. Тот образчик, к которому нужно присматриваться и перенимать этот опыт. Да, я так считаю. И распространять этот опыт на всю Российскую Федерацию в федеральных масштабах. Вот. Что касается других регионов России, где, ну, Кавказ возьмем, да? Там ведь тоже есть представители разных народов, разных религий, и там ситуация не всегда настолько, скажем так, благоприятна, как в Татарстане. И вот скажите, пожалуйста, вот в условиях Москвы, в условиях праздника общегородского, ведь приходят, наверное, представители не только татарского народа, конечно, а приходят и представители кавказских народов, да, приходят представители, наверное, других государств, да, может быть, даже представители Средней Азии, которые тоже причисляют себя к тюркскому миру. И как здесь вот ведется работа с теми, кто приходит? Есть ли какие-то культурные программы, просветительские программы в рамках празднования, которые позволяли бы человека, мало знакомого вот с таким вот правильным укладом, к этому правильному укладу привести, прежде всего, в его собственном сознании, в его собственной голове? Я понял, Дмитрий, да, хороший вопрос, но Сабантуй все-таки это праздник, отдых для людей в первую очередь. То есть там не ведется какой-то миссионерской деятельности или там культурной пропаганды, как в чистом виде. То есть это праздник. Люди отдыхают, и через отдых, совместный отдых, это именно совместный многонациональный отдых. Там есть пляски, танцы для кого любит, кто борьба есть. Множество национальных конкурсов, игр замечательных, как для детей, так и для взрослых. То есть человек там может найти все, что угодно себе по душе. Это веселая, радостная атмосфера. То есть у нас не возникает никаких конфликтов, там, никаких драк. Еще хотелось бы отметить, что наш Сабантуй уже многие годы является безалкогольным. То есть это, во-первых, как бы одно из требований Сабантуя. Ну и вообще требования общегородских праздников, отсутствие алкоголя требует для поддержания общественного порядка. И пища халяльная в основном, да? По-разному. То есть у нас нет, вот откровенно скажу, какого-то ограничения для торговцев по пище, что у вас должен быть только обязательно халяль. Ну, естественно, сами торговцы тоже стремятся, и мы рекомендуем ставить халяль, потому что большинство людей, там, потребители халяль. То есть, тут это чисто коммерция. То есть человек может поставить, грубо говоря, там, не халяль, но люди у него не будут покупать, потому что они купят у его соседа халяльную еду. То есть каждый на свое усмотрение. Мы не ставим это самоцель. То есть мы рекомендуем, конечно, определенные продукты, но это опять-таки из разряда рекомендаций. То есть нет никаких запретительных. Наша основная цель, чтобы пришедшие туда люди, независимо от национальности, вы правильно отметили, приходят и представители кавказских народов, приходят представители, в первую очередь, русского народа, приходят представители там и Средней Азии. Мы хотим, чтобы все чувствовали себя, как говорится, в своей тарелке, чтобы они не чувствовали себя чужой.
То есть попал на праздник, там кто-то что-то на каком-то языке что-то делает, я вот этого не понимаю. То есть поэтому мы вкрапляем различные национальные компоненты и делаем так, чтобы люди могли участвовать в этих. То есть вот у меня друзья русские приходят на праздник, с радостью участвуют в различных конкурсах татарских. То есть им весело, они отдыхают. То есть, и там нет никакой, то есть, приоритета, я вот лучше, я вот хуже какой-то национальности. Нет, то есть все вместе, все весело проводят время, и это как раз сплачивает. То есть, а когда там через какие-то лекции там говорить о приоритетности там, того-сего, люди это не так воспринимают. Вот через совместный культурный отдых они познают друг друга. Даже в Коране сказано: мы сотворили вас разными, чтобы вы познавали друг друга. Вот праздник Сабантуй, он как раз уникальная возможность познавать друг друга. То есть вот, приходят и смотрят: о, у них оказывается вот так. Вот там крымские татары стали выступать, наверное. У них там танцы отличаются, музыка отличается от нашей. Но людям интересно, они смотрят, что-то приобщаются. Поэтому мы последние годы наращиваем национальную составляющую праздника. Мы хотим, чтобы как можно больше народов представили свою культуру. И даже не только российские народы. Был опыт, когда представлялись и нероссийские народы. Это, например, Турция выставляла свою культурную программу. Пусть небольшую, но какие-то попытки тоже были. То есть людям интересно познавать, изучать что-то. Всегда новое найдет. Если ему не интересно одно, он перейдет к другому стенду, к другому шадру, к другому конкурсу. То есть вот это ненавязывание такое, то есть, по-моему, оптимальная вещь, чтобы люди в вольготной атмосфере познавали друг друга. А когда человек познает друг друга, он его не боится. А когда он его не боится, он его понимает и дружит с ним. То есть вот это, многие межнациональные конфликты происходят из-за незнания друг друга, боязни. А вот он какой-то отличающий от меня, значит, он что-то замышляет. Или тут меня не понимают, я вот другой. И вот это обосабливание, которое идет, оно как раз ведет к определенным конфликтам. Мы хотим, чтобы хотя бы вот на каких-то крупных мероприятиях, праздниках люди общались друг с другом, узнавали культуру друг друга. И вот очень хорошо я вот хотел бы отметить, что московский Сабантуй, он очень высокий статус имеет. Он является общегородским праздником города Москвы. То есть не так много общегородских праздников в городе Москве, а это один из общегородских праздников. На него приезжает руководство города Москвы, приезжает руководство Республики Татарстан, приезжает руководство Республики Башкортостан. То есть это освещается центральными средствами массовой информации. То есть очень замечательно, что проходит такой праздник, и в таком формате мы год из года прилагаем серьезные усилия, тем более с очень ограниченным финансированием, но усилия, чтобы этот праздник был на очень достойном, очень серьезном уровне. И насколько нам удается судить и другим людям, что это вполне удается. Поэтому, кто вот не был на этом празднике, вот настоятельно рекомендую 17 числа найти время, там не обязательно на целый день приезжать, но хотя бы часа 2-3 уделить этому празднику, погулять. Там прекрасное место, заповедник Коломенский на берегу Москва-реки, отличное место для отдыха с детьми. И чтобы узнать что-то новое, изучить культуру того народа, который является, как Дмитрий правильно заметили, государствообразующим России. Потому что русские, что татары, они не могут существовать без друг друга. Они уже настолько переплетены. Даже многие семьи есть переплетенные, и как есть поговорка: поскреби любого русского, найдешь татарина. То есть на самом деле переплетение настолько теснейшее, поэтому тем более должны изучать праздники друг друга. То есть татары должны посещать русские праздники, русские должны посещать татарские праздники и совместно их проводить. Эдуард, это действительно прекрасно, что такие инициативы не только имеют место быть, скажем так, в головах умных людей. Да? Важно, что эти инициативы воплощаются в жизнь и поддерживаются на самом верху, в том числе на уровне государства и на уровне таких крупнейших субъектов Российской Федерации, как город Москва. Насколько мне известно, не только в Москве проходит праздник Сабантуй. Праздник Сабантуй проходит и в других регионах России, в Татарстане, конечно же, да, в Башкортостане, в других республиках, но он также проходит, насколько мне известно, и за океаном, даже в Америке, праздник Сабантуй.
тоже каким-то образом празднуют. Вот расскажите об этом, пожалуйста. Да, на самом деле Сабантуй, он проник уже всюду. То есть на территории Российской Федерации, наверное, сложно найти какого-то региона, где бы он не проводился в той или иной форме. Но, как вы правильно отметили, уже он шагает далеко за пределами Российской Федерации. То есть Сабантуй проводится в Европе. То есть уже 3 года подряд проводится общеевропейский Сабантуй. Там в Берлине был, в Лондоне. То есть и набирает популярность, люди посещают его. То есть это не только татары, иммигранты из СССР, Российской Федерации, это другие наши соотечественники. И также местные жители присоединяются, то есть узнают эти вещи. То есть Сабантуй проводится в Стамбуле уже неоднократно, многие годы подряд. Сабантуй проводится в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке он проводился, еще в ряде городов, сейчас вот не могу вспомнить. Он проводился в Австралии даже. То есть уже какой уголок, казалось бы, далеко и где-то там. Но тем не менее, потому что это действительно та светлая часть, тот праздник, который люди хотят поделиться с соседями. То есть где появляются татары, они хотят поделиться своим праздником с другими. И местные власти, местные жители и другие прежде с радостью подключаются к этому празднику, они принимают участие, потому что это, я еще раз повторю, это не какая-то агитация чего-то, там, восхваление кого-то. То есть это действительно праздник, где отдыхают сами татары, отдыхают их соседи, отдыхают их гости, всем весело, хорошо, все в приподнятом настроении. Никаких минусов, никакого плохого. То есть это только заряд позитива. Поэтому он распространяется везде, где только можно. Где появляется несколько татар, я думаю, там со временем уже появится Сабантуй. Эдуард, спасибо огромное за интересный рассказ. У нас уже время подходит к концу. Давайте подытожим. Вот можно сказать, наверное, с уверенностью, что если Сабантуй празднуется в России, в каком-то регионе, или даже в Австралии празднуется, то это в какой-то степени демонстрация флага России, демонстрация конечно. того гармоничного, традиционного уклада жизни, который у нас есть. Вот говорят, что Россия является хранительницей традиционных ценностей. Придите на праздник Сабантуй в любой точке мира, и вы увидите, в чем эти традиционные ценности состоят. Они состоят в том, что мы, все граждане с России, мы любим свою страну, мы все патриоты, и в этой презумпции любви к нашей Родине мы себя выражаем. Да, мы веселимся, мы празднуем, мы татары, мы русские, мы все заинтересовавшиеся, скажем так, этим явлением. Мы познаем друг друга не через призму какой-то предвзятости, мы познаем друг друга через призму любви, через призму единства. И, безусловно, наверное, Сабантуй в любой точке мира – это пропаганда традиционных ценностей, пропаганда традиционного общества, которое сохранилось в России. И это, если хотите, наверное, некая закваска, которая проникает в умы и сердца людей, где бы они ни жили, и делает их лучше. Поэтому хочется пожелать вам успехов в проведении этого мероприятия. Приглашаем вас также. Спасибо огромное. Я вот хотел сказать, Дмитрий у нас уже посещал это мероприятие. Надеюсь, что в этом году тоже найдет время. Спасибо вам огромное. И постараемся быть. И знаете, дорогие телезрители, давайте сейчас вот вспомним о том, что даже в условиях глобального экономического кризиса, даже в условиях, когда завтрашний день не так определен, как раньше, когда мы не уверены в нем, давайте вспомним о том, что есть что-то доброе и светлое. Давайте вспомним о том, что надо радоваться. И в Священном Писании Нового Завета христианском, да, в Евангелии, и в Коране, и в других священных книгах написано о том, что непрестанно радуйтесь. Радость есть залог того, что Бог вам улыбнется. Есть залог того, что Бог на вашу улыбку ответит вам улыбкой. И будет встречной улыбкой от Него. А улыбка Бога – это есть счастье,
И давайте радоваться и улыбаться. Спасибо за внимание.